Всем привет, дорогие друзья! Это программа Тува Life Talk. Меня зовут Анастасия Быкова, а сегодня у меня в гостях Артыш Хавалык. Привет, Артыш! Привет! Не волнуйся! Артыш Хавалык, предприниматель. Артыш, 30 лет, занимается тем, что любит сам и реализует свои идеи, не откладывая в долгий ящик. Свой первый заработок Артыш получил еще в школе, учась в 9 классе. Как говорит сам Артыш, предпринимательство для него – это хобби, занимается тем, что нравится, и на этом зарабатывает. По образованию экономист и юридический психолог, окончил Тувинский госуниверситет. 8 лет работал в банковской сфере и параллельно занимался предпринимательством. На сегодняшний день Артыш развивается в разных направлениях. В бьюти-сфере владеет салоном лазерной эпиляции, активно продвигает новые бренды косметики в Туве, поставляет продукты питания в госучреждения и организует закрытые вечеринки. Тебя в Инстаграме все знают вообще не как Артыш Хавалык. Вообще по-другому тебя можно найти. Вот. Расскажи, ты занимаешься косметикой. Мы не будем рекламу делать, но скажем, что это сетевой бренд, да? Но есть сетевой бренд, есть традиционный, то есть российский бренд, который я сотрудничаю. Но в любом случае это косметическая продукция. Да. И расскажи, как так вышло, что ты, парень, проявил интерес к косметической продукции, потому что у нас же принято, что обычно косметика это по части женщин. Ну, вообще, как все началось, это начнем с того, что мне нравится. То есть не то, что там красить, там, ну и так далее, да, то есть я такими вещами не занимаюсь, но я все равно уважаю любого человека, который занимается именно в бьюти-сфере. А я выбрал почему? Потому что это высокодоходный продукт. Плюс еще, если парень занимается, то девушки стараются прислушиваться к парням. То есть повышается авторитетность, да? Вот то есть есть это вот плюсы, которые вот я когда начал делать. А вообще, как это началось, это вот сетевая компания. Я пришел как партнер и был потребителем и стал лидером. Вот и все. Тебе близок вот эта мысль, вообще идея и стереотип, что косметика это для женщин, это вообще женский бизнес, и как бы мужчинам там делать нечего? Ну, я считаю, в бизнесе нету такого, что женский или мужской, потому что в любой сфере, и в ОМОНе работают девушки, да, допустим, и в других сферах также, где выполняют мужскую работу девушки. И я считаю, в бизнесе, тем более в бизнесе, нету такого. И в том числе в спорте, да. Вольная борьба, и вот девушки тоже занимаются. Как бы. Ну, были такие моменты у меня, когда я начинал открывать точки. Я сам был продавцом, и мне было некомфортно стоять, продавать косметику. Но я прошел через это, потому что, ну, знаете, тут, если ты, полы моешь, то, лично я себе задаю вопрос, если я полы мою, мне от этого будет стыдно или нет? Но я скажу, я за деньги выполняю работу. И здесь то же самое, я продаю косметику, как оно мне должно быть стыдно? Это же моя работа. Вот так вот пришел к такому выводу. Ну, это примерно то же самое, что женщина там в магазине запчастей, например, продает запчасти, и это нормально. Вполне нормально. Да. А есть еще такой пример, я очень часто говорю, то есть один раз я ехал с Красноярска, и ко мне сел пассажир, и у меня спрашивает, ты чем занимаешься? Я говорю, продаю косметику. И мне спрашивают, а мне стыдно, стыдно было бы. Я говорю, тебе не стыдно? А я говорю, знаешь, если бы я на шестерке ездил, то, возможно, да, в какой-то степени мне будет стыдно, потому что мои ровесники катаются на Лексусах, к примеру, да, и мне хочется там равняться с ними. Вот за это мне должно быть стыдно. А поэтому сейчас мне нет. Почему? Потому что я стремлюсь к этому. Вот такой пример. А чем ты вот точно бы не стал заниматься? Вот какие деньги точно бы пахли, так скажем, для тебя? Ну, это
наркотики, это спиртное, это, Ну, запрещенка вот да, эта вся. да. То есть этим я никогда не буду заниматься. Почему? Потому что это, не мое, и мне хочется людям только эмоции хочется подарить. Потому что косметика, духи, парфюмерия – это все тоже эмоции. Да, это есть, все про положительные эмоции, конечно. И от этого я питаюсь, и мне приятно работать с клиентами. Супер. А какие качества тебе, как ты думаешь, помогают достигать своих целей? Это не лениться. Да, все. Работать, работать, работать. Каждый день то, что мы делаем, на следующий день он становится лучше, лучше. Поэтому, если у тебя сегодня, вот я всегда всем говорю, если у тебя сегодня не получилось, то завтра попробуй, и завтра уже будет лучше. Вот. То есть не нужно отказываться от цели, если она с первого раза не достигнута. Да, да, так и есть. Потому что я вот как себя помню, потому что я вырос в деревне, вот действительно кремами там мазаться, там, хотя элементарно крем для рук, да, и для меня было, это, как бы обычно девушка же кремами пользуется, ты чё там, то есть такие стереотипы были, а потом я-то понимаю, что мне это делать гораздо сложнее, чем девушкам, но я старался, то есть читал инструкции, состав, сравнивал, а почему это так, а почему в составе именно это добавляет, то есть и каждым разом я становлюсь лучше и лучше. Скажи, что для тебя является успехом? У каждого же свои критерии успеха, да? Вот для тебя успех это что? Для меня успех это когда я получаю эмоции людей. То есть вижу у моих клиентов, вижу, когда если какой-то проект новый начал делать, то от этого люди получают удовольствие, я получаю от этого вдвойне. То есть это для меня успех. А в деньгах как-то выражается успех? Все проекты, которые я делаю, оно когда должен все равно возмещаться, то есть именно в деньгах. В рублевом эквиваленте он обязательно должен отражаться. А если денег не будет, то, соответственно, и мотивации не будет. Какая сумма для тебя означает, что вау, я красавчик, я молодец? Вот есть какая-то, так скажем? Главное не минус. Да. У меня были даже такие случаи, я когда делаю доставку, прихожу к тебе, я даю продукцию, говорю, все, приятного вам пользования, до свидания. Я забываю деньги получить. Люди не забывают тебя отдавать потом? Нет, звонят все сразу, говорят, ты деньги забыл получить. Да, были у меня такие случаи много раз. Вот, это все я делаю, просто получаю удовольствие. Вот, и взамен получаю доброту. По поводу, чем отличается бизнесмен от бизнесвумен, мы в самом начале эту тему затронули, да, и ты мне еще за кадром говорил, что по факту ничем, да? Да, то есть сейчас, так скажем, девушки, раньше говорилось как слабый пол, да? А сейчас нет, мне кажется, все уже равняются. Почему? Потому что, ничем они не отличаются, они такие же сильные, храбрые, смелые. И я вижу очень много девушек, которые все делают, сами дом строят, там какие-то новые проекты делают. Вот. А чем отличается? Это шуточно могу ответить, что бизнесмен обеспечивает бизнесвумена, и вот и все. Отличие. Бизнесмен инвестирует в бизнесвумен. Да, вот и все. Есть инвестиции, есть бизнес. А вот как тебе кажется, почему сложилась вот эта тенденция к тому, что действительно мужчины и женщины, они равны? Вот чем это обусловлено? В последнее время мне в голову приходит, почему очень часто семьи рушатся, да? Потому что девушки тоже, они стали Стали личностями? Личностями и развиваются, каждый день развиваются. Допустим, даже мамочки в декрете, они проходят там какие-то тренинги и начинают зарабатывать самостоятельно.
А тут получается, так скажем, муж не поддерживает жену, вот, к примеру, и девушка сама понимает, что она сама себя может обеспечить и становится уверенной. А для чего тогда мужчина нужен? Это семья, ну, закон жизни. Да, то есть без этого тоже никак. А женщина мужчине для чего? Но вообще я считаю, что женщины это и есть спутница, да, которая показывает тебе путь, дает советы. Вот. И если, скажем, жена, то это и есть любовница, это и есть подруга, это и есть человек, который будет тебе подсказывать в плане работы бизнеса. Но некоторые люди очень часто говорят, когда семейный бизнес, то надо один человек должен руководить, да? Но я считаю, что нет, потому что даже, так скажем, в работе есть директор, заместитель, и все они совершаются, да, как поступить. И то же самое в семье, я считаю, так должно быть. То есть они должны все вместе решить. А вот ты сказал про семейный бизнес. У тебя не было такой ситуации, именно когда ты вместе со своей второй половинкой там что-то У меня девушки не было, то есть мы ничего не делали, то есть как такового, то есть именно семью нет. У меня родители, так скажем, простые люди, и далеко от бизнеса, можно так сказать. По поводу работы, понятно. Ты, получается, работаешь сам на себя. Со 2 июня я уволился официально с работы, я работал психологом. Где? Где, пожалуйста? В дом-интернате работал. В дом-интернате? Да, в дом-интернате, ну, пожилые люди, инвалиды, но работа непростая, сложная, и каждому надо подход, внимание, и здесь самое важное – это общение. Ты санитаром там работал или кем? Психологом работал. Психологом? Да. Ты психолог по образованию? По образованию я психолог и экономист. Экономист? Да. Угу. И ты ушел оттуда, почему? Ну, это я люблю свободу, я люблю самостоятельно двигаться. Но почему уволился, это на самом деле очень сложный вопрос. Я не хотел увольняться, мне было тяжело всех оставить. Но в любом случае я по праздникам, по каким-то датам буду приезжать, работать, со всеми так пообщаться. Вот. Ну вот ты говоришь, что ты не хотел. Почему все-таки пришлось это сделать? Потому что, во-первых, стабильность, да, это почему я ушел. Нету свободы. То есть ты ограничен чем-то, с 9 до 6 работаешь, в субботу, воскресенье отдыхаешь. А я люблю именно вот без выходных, там, допустим, днем спишь, вечером всю ночь работаешь, ну, либо наоборот, а так утром в 6 утра встал, проснулся, быстро работу сделал, днем у тебя есть свободное время, дальше своими личными делами, вот. Угу. Ну, в общем, тебе нужно было больше свободы, Да, свободного времени для жизни. Да, да. Для того, чтобы жить эту жизнь. Ага. Ну и здесь тогда мы как раз-таки плавно переходим к теме отдыха. Как ты любишь отдыхать, как ты умеешь ли ты вообще это делать? Ну, на самом деле мы отдыхаем и даже сейчас, это же мы общаемся, и я считаю, отдых не обязательно таким, да, ярким, то есть отдых может быть, это вот в машине едешь, допустим, дальнюю дорогу, это тоже отдых. Это от смартфонов, от интернета ты отдыхаешь, это живое общение. Если у тебя, допустим, будут пассажиры, которые ты их не знаешь, да, лично, там, вот пару минут назад познакомились, и это общение так приятно, так душевно все переходит, потому что если человек открыт, и ты открыт, то получается, ну, некая такая энергия, да. Вот.
Очень часто отдыхаю, могу сказать, да, очень часто. Я люблю отдыхать, я люблю людей собирать, я люблю также быть в центре внимания. Мне хочется, чтобы все люди как открыты друг другу были, чтобы не врали, там, никому плохого не сделал, там, допустим, да, вот так вот. То есть поэтому я стараюсь, чтобы все люди получили от меня доброту, там, искренность и открытость. Ну и все-таки, что ты делаешь конкретно? Вот в чем заключается твой отдых? Ну вот сейчас, в связи с тем, что везде все закрыто, мы проводим закрытые вечеринки. Вот, и поэтому это я тебе только так тихо говорю. По секрету. Да, по секрету. Вот, закрытые вечеринки мы проводим раз в квартал, но сейчас, так как лето, люди хотят отдыхать, мы будем проводить это раз в месяц. Вот. И скоро у нас будет это 3 июля. Пенная вечеринка. А в чем цель? Почему вечеринка именно закрытая? Во-первых, почему закрытая? Потому что туда именно проходит по отбору, то есть мы смотрим, кого мы можем пригласить. Это, во-первых, наша задача – это привлечь, тем больше привлечь людей, которые не могут позволить себе в обществе отдохнуть, да, сходить просто в клуб ночной. То есть это какие-то публичные люди, Публичные получается? люди, да. Публичные люди, предприниматели. Это есть, допустим, очень часто у нас гости приезжают, и эти люди тоже, допустим, по командировке, да, приезжают, живут у нас в Кызыле, работают, но при этом они никуда не выходят. Они боятся, что ночью выходить нельзя и так далее. То есть я стараюсь именно брать таких людей. У нас рекламы нету, то есть мы рекламу даже не делаем, все идет тет-а-тет. То есть я делаю презентацию, объясняю, что там будет, и безопасности, про безопасность обязательно я рассказываю, это трансфер и так далее. Ты прям такой, как это называется, ивент-менеджер, да? Да, не знаю, вот теперь знаю. Теперь знаю, как это называется. Окей, хорошо. Артыш, скажи, что такое деньги для тебя? Ой, наверное, это самый сложный вопрос. Что для меня? Ну, это возможности. Я не буду скрывать, без денег ты, по сути, никто, да, то есть ты без рук, без ног, вот так, как будто ты себя так будешь ощущать. Но для того, чтобы себя полноценно чувствовать, надо зарабатывать, то есть надо найти. Если мы были животными, нам же надо будет мясо, да, откуда-то достать. И здесь то же самое, то есть нам надо работать так, чтобы деньги приходило к нам. Вот. Деньги для меня это вот возможности. Возможности, да. Да. Деньги для тебя являются самоцелью? 50 на 50. Вот Да. расскажи про это. Потому что, ну, основная цель, ну, почему я живу, почему я это делаю, почему я все осознанно выбираю. Меня же никто не заставляет. Почему это я делаю? Потому что вот как еще можно ярче жизнь сделать, если бы не работа? Почему я сказал 50 на 50? Это 50 половина работы, это у тебя часть тебя. То есть эмоциональное удовольствие, да, и эмоциональное удовольствие, и бизнес это и есть твой ребенок. Вот. Мне недавно делали комплимент чисто по работе. Ты что так тщательно смотришь и бережешь свой бизнес, хотя он у тебя не крупный, не большой, да, он такой маленький, но при этом ты так с любовью это все делаешь, как, ну, заботишься как о ребенке. И это действительно так есть. Это часть меня, если бы работы не было, то я бы не существовал. Ну, чем я буду вообще заниматься? А 50% это деньги, это есть мои будущие планы. Ну, вот, кстати, интересно, действительно, а если не этот бизнес, то чем еще бы ты мог заниматься? Ты думал про это? Не знаю. Вечеринки? Ну, это же тоже можно сделать бизнесом. Ну, вообще, да, можно, но вечеринки, он же раз в квартал. Если раз в месяц я буду, давай,
Настя, пойдем на вечеринку. Просто физически люди тоже устают, эмоционально устают. Нет, ну раз в месяц нормально, наоборот, это Да? хорошая разрядка раз Все, в я месяц. буду знать раз в месяц. Особенно для людей, которые много работают и не могут там, не знаю, принято же раз в неделю, там на выходные, там пятница или суббота, пятница обычно, да, такой клубный день считается, там выйти куда-то потанцевать, Теперь отдохнуть. буду знать. Вот. Ну, я, например, так не могу, да, для Да. меня каждую неделю куда-то ходить, это, ну, too much. Вот. И в том числе предприниматели, я же сам предприниматель, и смотрю на это, я раз в неделю не могу, раз в месяц могу позволить, раз в в квартал месяц, могу да. позволить, да, сходить, отдохнуть просто. А не праздник, там, приглашение, да, а чисто вот для себя. Ты приходишь, полностью расслабляешься, отдыхаешь, получаешь удовольствие, знакомство, это общение. А есть люди, которыми ты восхищаешься? Ой, таких людей очень много. Ну, давай топ-3 твоих вот. Супер. Топ-3, так, ну, я восхищаюсь вообще, когда прихожу в зал, я смотрю на товарища и смотрю, восхищаюсь, как он или она приходит каждое утро, так упорно работает, я вижу результаты, да, и я вдохновляюсь. Прихожу на работу, я смотрю, мои товарищи работают в 2 раза быстрее меня, эффективнее, и я смотрю, восхищаюсь. Давай конкретно, Конкретно? По личностям пройдемся. Так, чисто в моем кругу, это Туяна, она участвовала в бодибилдинге, я знаю ее истории, и в какой-то момент даже меня, ну, здесь у меня комок прям встал, когда я ее истории слушал. Я не буду рассказывать. Нет, это история Туяны, да. И я смотрю, как она, то есть Трансформируется. Да. Я вижу, как она меняет себя, каким она была до этого и каким она сейчас стала. Вот это вот совершенно две разных людей. Так, хорошо. Кто еще? А в плане бизнеса это я вдохновляюсь, смотрю, вот Тинькофф истории я читал, вот я прям вот смотрю. Олег Тинькофф, да? Да, Олег Тинькофф. Тоже вдохновляюсь. И, конечно, наш земляк это Сергей Кушкетович Шойгу. Тоже прям вот один из Все, топов. 3 определили. Твои кумиры. А в Инстаграме, кстати, за кем следишь? Ну, либо на Ютубе, вот среди блогеров. Есть кто-то, кто тебя вот... Я телевизор не смотрю, и Инстаграм тоже. Так, Я про обычно- телевизор речи не было. Да, то есть Инстаграм, но я смотрю только близкими мне людьми, чем они занимаются, потому что не часто же мы встречаемся. И, То есть блогеры мимо, да? наверное, да, потому что он очень много времени отнимает. А на Ютубе никого не смотришь? Нет. Иногда смотрю чисто вот получить какую-то информацию. Захожу прям, листаю. Так, она Себыкова, так, посмотрим, где она, чем она. Окей, хорошо. У тебя в апреле был день рождения. В марте. В марте был день рождения. Сколько тебе в итоге лет исполнилось? Что у тебя за интрига в Инстаграме? Так, мне сейчас 30 лет, но вообще, да, это такой самый такой интересный вопрос. Сколько мне лет? Ну, люди иногда, я их на заблуждение, да, можно так Ты сказать. специально Да, это я специально, я делаешь? Ты говорю, мне хайпуешь? 45, я говорю, мне 40, и все такие, блин, ты так Вау. молодо выглядишь. То есть это парням именно наоборот плюс дает, то что если ты видишь молодого человека и не можешь определить возраст. И в том числе, когда девушек смотришь, такой, ну, наверное, там лет 20, а хотя 30 лет, да, то есть это комплимент считается. И мужчинам то же самое, когда ты даешь больше, то есть чем, ну, допустим, мне 30 лет, кто-то мне дает 35, это считается для меня комплиментом.
То Ты есть я нормально, ты да, наоборот, это наоборот, это да, наоборот. позитивно воспринимаешь, да? А почему так? Потому что, ну, куда торопиться? То есть человек тебя видит, наоборот, старше тебя, это, во-первых, уважение, это не то, что там ты выглядишь не очень, да? Это наоборот, то, что человек видит тебя взрослым, мудрым, вот. Только так. Хорошо. Позитивно я ему смотрю. Да, это, кстати, да, действительно, с какой стороны к этому подойти. Хорошо, 30 лет, и ну вот скажи, что ты понял про эту жизнь к своим 30 годам? Ну, наверняка же ты задумывался, так, блин, мне уже 30, ага. Какие инсайты, вот, давай, поделись. Это у меня сейчас очень такой период идет. Ой, сейчас отрежем, да. У меня сейчас идет период, это после 30 называется, каким я себя вижу в 50, 60, 70 лет. Как я буду сейчас работать, таким я стану. А что я хочу получить, это выпустить свой продукт, бренд. Ты хочешь запустить свой бренд, да. косметический, да? Пока над этим работаем, пока изучаем только. Вот. Если я это сделаю, я скажу, что до 30 лет я не зря прожил. А если нет, то что, зря? Нет, обязательно сделаю. Других вариантов Да, не других вариантов нет, потому что это моя мечта, это часть меня, это часть моей работы. Я должен это сделать, потому что другие же делают, других же получается. Да, да. Значит, это возможно? Возможно. Все возможно. Слушай, ну классная мечта. То есть, получается, твой главный инсайт – это то, что ты определил цель, вот эту вот цель, к которой ты будешь стремиться. Да. Но в ближайшие лет 5-10 точно, потому что это же все не быстро делается. Ну, если есть возможности, опять же, деньги, то его можно побыстрее сделать. Намного. Ну да, развитие, реализация все равно будет идти продолжительное время, даже если продукт уже будет готов. Да, это так и есть. А хотел бы ты выйти на международный рынок, например? А вот так, как раз я и говорю так, потому что если к 30 годам я начну также на все 100 работать, потому что сейчас много энергии, много сил, главное не лениться сейчас. Если будешь откладывать на потом, то уже там 45-50 лет начинают суставы болеть, там апатия от всего, да, и ты столько результата не сделаешь, чем сейчас. Вот я считаю так. А ты знаешь историю этого бизнесмена нашего знаменитого российского? Он уже, к сожалению, ушел из жизни, но он приезжал в Туву и был знаком с Тувой. Это бренд, Натура Сибирика. скажи мне, Натура Сибирика, да. Да. У него же очень такая довольно мотивирующая, Я впечатляющая его история. истории слушал, читал, также в Ютубе канала есть. Есть также передача «Я твой босс», где меняется малый бизнес, и крупные предприниматели меняют свои должности. И, то есть, Он же хотел у нас здесь, в Туве, выращивать облепиху для своей продукции. Но сейчас компания все равно очень хорошо работает, очень стабильно. Я смотрю, наблюдаю все равно. Это я потому что восхищаюсь. Ты хочешь что-то примерно вот такое органика, создать, да, органика, ну что-то свое. Вот. Круто, было бы очень здорово. Да. Отличная И будем мечта. молиться, Отличная будем верить. мечта. Знаешь, почему я решил свой бренд, свой товар, свой продукт, это же твое имя будет. Да. Даже сейчас мы вот сидим, обсуждаем, да, Натура Сибирика руководителя, но мы же помним его. Вот. И это тоже так же будет. То есть, ну, я скажу вот как раз именно своим до определенного пика, да, я скажу, не зря прожил. Люди все равно будут меня помнить. Так вот. Во что ты веришь? Я верю в все. Во все? Да, во всем я верю. И что есть смерть, что есть доброта, что есть зло. То есть я так абстрактно смотрю. А в себя веришь? В себя верю. И верю в других. И если будет мне плохо, придет тот человек, который меня поддержит. Я верю в этом.
я верю, что есть люди, которые меня могут вниз, да, то есть оттолкнуть там. То есть я адекватно смотрю на все. То есть, ну, как в реальной жизни, без розовых очков. Какое бы послание ты отправил себе в будущее? Вот сейчас, из этой точки, из этого момента. Это тоже самый сложный вопрос для меня. Что я могу отправить, если когда я могу сам поменять свое будущее? Ну, не знаю, можно подумать. Но главное, чтобы крепкое здоровье было у меня, крепкие руки были, ноги, и сердце не болело. Вот. Береги свое здоровье? Да, вот да, такое всё. послание было бы твое? Да, потому что если здоровье будет, и будет эмоции. Да, это действительно так, потому что, ну, немножко это как философско, и так и, не знаю, многие психологи также, наверное, считают, со мной согласятся, когда человек лежит парализованный, то у этого человека практически нет никаких там эмоций, там, только чувство сострадания. Поэтому главное, чтобы здоровье было, и остальное все будет. Это ты чувствуешь вкус еды, видишь свет, теплоту ощущаешь, видишь, слышишь звуки, и вот это вот главное, что лет через 30-50. Угу. А есть какие-то моменты в жизни, о которых ты сожалеешь? Практически нет, потому что все, что происходит сейчас, в данный момент, это самое лучшее, что вот в моей жизни. Потому что я не могу сравнить чем-то с кем-то с другим, потому что я сам автор. Угу. Ты гордишься собой? Да, и, наверное, и мои родители также скажут. За что? Ну, то, что воспитали меня, и я очень благодарен своим родителям, что воспитали меня вот таким, как я сейчас. Вот если бы, ну, воспитание тоже очень много роли играет. Когда ребенок только рождается, как с ребенком ты общаешься, и таким он станет в обществе. Угу. А вот все-таки собой ты за что гордишься? Это гордость родителей, а ты за что гордишься? Я считаю, что упорство. Я очень упрямый. Угу. Да, кто-то... Можно я историю расскажу? Давай. Когда у нас был арт-базар, организаторы не хотели меня взять, но я до последнего стоял, чтобы меня взяли. Я ходил, помогал девчонкам, другим людям помогал и ждал до последнего, когда все по местам поставить, расставить всех. Я ждал, я верил, что найдется место. Если не найдется, я возле входа встану. Запасной вариант. То есть это упорство, это всегда так. И я помню, второй курс, и хотели меня отчислить. На следующий день комиссия, по высшей математике комиссия. То есть перед комиссией ты сдаешь. И, конечно, это волнительно. Я понимал, что я не сдам, но я пришел, то есть заранее пришел, я начал прям бегать, упорно просить. До последнего, там с 8 утра до 9 вечера я ждал преподавателя возле деканата, чтобы меня приняли вне комиссии, просил лично, там, умолял. Угу. Вот это упорство, вот, не сдаваться, главное. Класс. Заключительный вопрос. Что такое любовь? Любовь – это… Настя, почему такие вопросы? Ты специально такие вопросы убирала? Но любовь для меня… Я всем задаю этот вопрос. Да? Да. Любовь – это эмоции, это чувства, это тем, чем ты дышишь, живешь. Если речь идет о человеке, то любовь – это, если ты себя видишь в этом человеке, то это, я считаю, любовью. То есть нету разногласий. Вот. А когда если нет понимания, это уже нет. Это уже не любовь. Да, это же не любовь. Ты любил? Если любишь человека, Любишь? то всегда ты уступаешь место. Ты любил или любишь?
но в данный момент нет, у меня сердце свободное. Сердечко свободно. Да. Спасибо, Артыш. Да, Спасибо очень было большое. приятно. Взаимно.